إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, сегодня наша проповедь «Уд'у иля сабили раббик» – призывай к Господу, к Его пути призывай. Это является, дорогие верующие, обязанностью уммы Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Если мы себя относим к умме Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, это является фардуль кифая. Если одна группа не выйдет и не будет призывать мусульман к Аллаху субхану ва тааля Его пути, то вся община, каждая мечеть, они должны призывать только Аллаху субхану ва тааля, Его пути, потому что Аллах субхану ва тааля является создателем всех созданных. И должны люди призывать к Аллаху субхану ва тааля. Остальные все должны быть помощниками призыва. Все должны призывать на своих местах. Рабочий должен призывать на своем рабочем месте. Учитель должен призывать, будучи учителем. Директор должен призывать, будучи директором. Медик должен призывать, будучи медиком. Инженер должен призывать, будучи инженером. Программист должен призывать по своей профессии. Каждый должны призывать на своих местах к Аллаху субхану ва тааля. Каждый должны действовать в призыве к Аллаху субхану ва тааля, чтобы донести слово Аллаха, Его посланника в каждый дом, чтобы люди спаслись от вечного ада, чтобы люди были обитателем рая, чтобы люди попали под милость Аллаха в этом мире, чтобы люди спаслись от гнева Аллаха в этом мире. Сравниваем. Чтобы люди прошли над мостом ада, дорогие верующие. Только не упали в ад, дорогие верующие, должны призывать все. Все должны участвовать. Хукм его является фардуль кифая. Одна группа, если не выйдет, если не будет учиться, как нужно призывать знанием ислама, если не будут они узнавать знания ислама должным образом, и если они также не узнают, как нужно призывать, методология призыва, тогда умма становится грешниками, дорогие верующие. Умма каждая должна призывать на своих местах. Итак, дорогие верующие, فَإِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ الْأَنْبِيَاءَ وَرُسُلَ. Аллах послал на эту землю пророков и посланников. Аллах не сделал так, что построил эту землю, небеса и землю, все то, что нужно для человека, и оставил Аллах всю эту землю без руководства и руководителей. Аллах не сделал таким образом эту землю, дорогие верующие. Аллах послал на эту землю посланников, пророков, самых лучших людей, избирая среди общества, посылая им Писание, чтобы они руководствовались именно Словом Божьим, Словом Аллаха субхану ва тааля. И тот, кто не будет следовать за Словом Аллаха субхану ва тааля, а последнее слово Аллаха это Коран, дорогие верующие. Остальные слова, как говорится учеными, что оно аннулировано стало. Почему? Аллах говорит в Коране: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Тот, кто пожелает помимо ислама другую религию следовать, практиковать, жить на ней, и Аллах не примет это. Господь не принимает у тебя. Человек потерял всю свою жизнь. А кто виновен? Твой сосед виновен. То есть ты, может быть, виновен, ты не донес до своего соседа, что он попал в ад, что он мучение могилы. Кто виновен? Твой друг виновен, который молчал, не объяснил тебе. Твой друг виновен. Хозяин компании виновен. Хозяин бизнеса виновен. Не сделал он экскурсию по мечети, не объяснили ему религию. Не сделали. Кто виновен? Хозяин компании, хозяин ларька. Не донес он ислам. Его спросят, почему ты не донес до них ислам? Аллах спросит, почему ты не донес мое слово? Почему ты стеснялся моего слова? Почему ты стеснялся самого Аллаха субхану ва тааля? Ты виновен. Ты не донес до него. Он попал в ад из-за тебя. С кого Аллах спросит? С вас. Кто принял ислам. Тот, кто в исламе. Почему не донесли слово Аллаха? Итак, дорогие верующие, посланники доносили слово Аллаха, слово Божье, чтобы понимали некоторые новички. وَكَلَّفَهُمْ بِمِهْنَةٍ عَظِيمَةٍ وَهِيَ إِبْلَاغُ دَعْوَةِ اللَّهِ لِلنَّاسِ وَإِخْرَاجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَالظَّلَامِ إِلَى نُورِ الطَّاعَةِ. Аллах обязал
пророков и посланников, чем Аллах обязал? Великим делом. Великая профессия – это да'ва. Да'ва, призыв к Аллаху. Одна организация пришла за эти 3-4 года, одна только организация появилась. Сколько людей мне сказали, пожалуйста, сделайте ознакомление ислама. Я говорю, с удовольствием. Приготовим брейк-кофе сделаем. Не будем называть имена. Люди в возрасте пришли даже. Люди в возрасте, в годах пришли. Познакомиться с исламом, культурой ислама и историей ислама. Коротко. Час-два максимально ушло на все. Итак, дорогие верующие, является обязанностью каждого из вас. Фашурифу бидалика, пророки стали почетными, достойными этой профессии. Профессия какая? Дa'ва ил Аллах. Призыв к Аллаху, субхану ва та'аля. Человек, когда связан, бывает самым лучшим, а самый лучший кто? Аллах и Его Слово. Коран и Сунна пророка, саллаллаху салям. Когда ты связан с Ним, и ты переживаешь за людей, чтобы донесли Слово Аллаха до этих людей, чтобы эти люди были обитателями рая. Тогда ты являешься также почетным, но не как пророки, но ты следуешь за пророками, алейхиссалату вассалам. И пророки были почтены Аллахом, Аллах поднял их участь. Почему? Потому что они связаны с Аллахом, субхану ва та'аля, напрямую. И если ты тоже связан, ты последуешь за посланником, саллаллаху алейхи ва саллям. Ты являешься наследником пророков, алейхиссалату вассалам. О Аллах, сделай нас из наследников пророков. И Аллах поднимает Твое имя в высших небесах. О Аллах поминает Твое имя среди ангелов. Среди ангелов. فمن دعا إلى الله تعالى كان مقتديا بالأنبياء في عملهم ومبلغا عن الله على طريقتهم. Тот, кто призывает к Аллаху должным образом, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники, тогда он является из тех, кто следует за посланниками и пророками. И он сообщает, призывая Аллаху, призывая к Аллаху, он сообщает слово Аллаха. Фаддуат, проповедники являются истинными проповедники, мы говорим. Они являются наставниками, искренними, отказавшиеся от большого маленького ширка, многобожия. Они не призывают к себе, ни к своей организации, ни к своей мечети. Они призывают только одному Аллаху. Да, низам должен быть, порядок, это другой, как говорится, другое дело. Итак, дальше, дорогие верующие, и проповедники, как пророки, алейхиссалату вассалам, взялись за самое почетное дело, они должны тратить все то, что они имеют. Жизнь, время, имущество. Но им жить тоже нужно, как говорится. И так, кто держится за великую миссию, за великое дело, он должен быть таким образом, дорогие верующие. Только ради Аллаха делать все. Только ради Аллаха. Должен исправлять себя, если проповедник не знает. Люди видят этого проповедника великого. То есть человек, как говорится, Бога. Человек Бога, служитель Бога, служитель Аллаха, субхану ва та'аля. Абид называется у нас еще. Или называется мухлис. Фатаджиду кабиран фи кулубин наси. Мы видим его великим человеком. То есть у людей он великий человек. Почему? Потому что он тратит для Аллаха свое драгоценное время. Вахсана или нас. И также он обходится с людьми очень хорошо. Он должен обходиться с людьми хорошо. Аллах в Коране говорит нам в суре Фуссилати: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Смотрите, что он говорит, этот верующий. Аллах в Коране говорит: وَمَنْ أَحْسَنُ, кто может быть лучше словом? Тот, кто призывал к Аллаху. И делал он с этим призывом амаль салих, подходящие, соответствующие деяния он делал. По Коране и Сунне. وَقَالَ, и сказал он, когда он призывает: «Иннани миналь муслимин». Я из покорных Аллаху. Так что имаму очень трудно. Любые действия, которые делают обычные люди, имаму не подобает даже делать. Имаму не подобает делать любые действия. Баракаллаху фикум. Итак, да'ва, дорогие верующие, призыв к Аллаху является из столпов спасения в этом мире. Пророк Нух, алейхиссалам, призывал, спасал. Из столпов спасения, как в суратуль Асри Аллах приводит это. И Аллах говорит: «Ванна Аллах», то есть приводится: «Ванна Аллах стасна мина хусрани аль-му'минина салихин, алладина тавасу биль-хакк ва тавасу bis-сабри, фанаджау ва анджау гайрахум». Даватчики, что они сделали, получается, призывающие к Аллаху людей, Аллах их исключил. Почему? Потому что
все люди, Господь Аллах говорит в Коране, убытки. Кроме кого убытки? Все в убытке, кроме уверовавших, делали они правильные деяния, призывали они к истине, призывали к терпению. Трудности будут. Сурат Аср, практику они делали. Адда'ия ил Аллах, тот, кто призывает к Аллаху, янтезру аджру мин Аллах. Он ждет награды от Аллаха, не от людей. Ла янтезру мадхан, не ждет он хвалы от людей. Не ждет он возмездия от людей. Илля мин Аллах, от Аллаха ждет. А тот, кто хочет служить Аллаху, он не бывает только для да'ватчика помощниками. Для да'ватчика помощниками бывает и всего лишь. И да'ватчик не должен ждать от людей. Да'ватчик не должен, то есть тот, кто призывает к Аллаху, он не должен служить людям. Он должен служить Аллаху. Если ты будешь служить людям, людей слишком много. Не делайте да'ватчики из людей себе идолами. Некоторые становятся да'ватчики, служители правительства, другие служители народа. А когда нужно было служить Аллаху, они оставили религию. Они стали подхалимами, эти да'ватчики. А нужно служить кому да'ватчику? Аллаху субхану ва та'аля, его религии. Тогда ты спасешь и себя, и людей спасешь от ада вечного. Итак, дорогие верующие, фаля ягурруху катратул мадихин. Пусть не обманывается да'ватчик тогда, когда его многие хвалят. Кама ла ядурруху мин азми заммуль хасидин. И также тебе не навредят те люди, которые тебя порицают, или завистники твои. Потому что для призывающего человека есть большие цели. Какие большие цели? Спасти себя, людей спасти от вечного ада. Аллах в Коране говорит нам, пророку Мухаммаду было сказано: «Куль хади сабили ад'у ила Аллахи аля басира, ана ва ман иттаба'ани, ва субханаллахи ва ма ана миналь мушрикин». Сурат Юсуф, 108 аяте Аллах говорит. «Коль скажи», Аллах сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху салям, «Хадихи сабили», начертил посланник, саллаллаху салям, показывая сподвижникам, «это мой прямой путь. Я призываю к этому пути. Илаллах, к Аллаху призываю, не к себе, не личным выгодам, к Аллаху. Аля басиратин, знаниями от Аллаха призываю. Ана я, ва ман иттаба'ани, тот, кто следует за мной, за пророком Мухаммадом, саллаллаху салям, призывает куда? К Аллаху. Ва субханаллах, свят Аллах, чист Аллах от того, что люди призывают к себе, своим организациям, своим сектам. Вал'аязу биллах, это не дават к Аллаху. Ва ма ана миналь мушрикин. Я не являюсь мушриком, говорит посланник, саллаллаху салям, я не призываю к себе, не своим личным выгодам, как сегодня некоторые секты это делают. Из призыва лучшую работу пророку, алейхиссалату вассалам, призыв к Аллаху, сделали себе действительно профессию, зарабатывая этим, продавая религию. Будь это продают, они правительству продают это, или народу они продают эту религию. Религия не продается, это люди продались. Религия что? Не продается. Религия это Аллах, субхану ва та'аля, создателя небес и земли. Оно не продается, просто человек продался, потому что он был слабым. Итак, дорогие верующие, просим Аллаха стойкости на этой религии. Аль-умма тантазиру шабабан. Эта община Мухаммада ждет молодежь, молодых людей, которые будут носителями ислама. Ваджилан якудуна наса иль амни валь иман. Ждут они поколения, которые поведут людей к иману, к безопасности также. Что люди жили в безопасности, как мусульмане, не мусульмане. Он нусху ликулли ахадин, который советует каждому человеку. Да, ваджиб является насиха для каждого верующего, дорогой верующий. Сима фи заман фитан, не говоря уже во время фитны, искушений. Льябдуру хайра ва яхрисуль ахляка. Чтобы они посадили что именно? Посадили они добро. Посадили добро. Чтобы также посадили вокруг себя, установили что? Высшие нравы. Высшие нравы, чтобы они были похожи на пророков. Чтобы взяли людей за руки Корану, сунне посланника, саллаллаху салям. В этом есть спасение в этом мире, дорогие верующие. Имам ад-да'ва, имам всех да'ватчиков является имам ад-дуати Мухаммад бин Абдуллах, алейхиссалату вассалам. Пророк Мухаммад является имамом да'ватчиков. Ата иля уммати тар'a ганамаха фи сахра. Пророк, саллаллаху салям, был послан людям, которые пасли и овец, и коров, и верблюдов. Простым людям послан был посланник, саллаллаху алейхи салям.
И сам он пас овец, посланник, саллаллаху салям. Завести овец и пасти скот, сельским хозяйством занимается, это не является зазорным. Наоборот, овцами заниматься, это является баракатной работой. Посланник Аллаха сказал в хадисе, саллаллаху салям, молиться там, где стояли овцы, является баракатным местом. Представляете? И так много достоинств. И мясо овец является более достойным, лучше. Дальше посланник, саллаллаху салям, послан чем? Биля иляха илляллах. Словом единый Божий, как были посланы остальные пророки. Словом ля иляха илляллах. А что это значит ля иляха илляллах? В некоторых странах это является экстремизм. Если ты этикетку поставишь на машину, валяязу билля, как это экстремизм? Да, мы говорим в исламе, нельзя лепить этикетки на машины ля иляха илляллах. В исламе это нежелательно. Коран это нежелательно. Хадисы нежелательно лепить по машинам, грязным машинам еще. Не знаю, где еще эта машина бывает. Мы говорим в исламе, караха нежелательно вешать аяты Корана. Это в исламе мы говорим. Но некоторые по-другому думают, конечно. По-другому мыслят они. Мы не об этом. Итак, дорогой верующий, что такое ля иляха илляллах? Отказ от многобожия. Ла ма'буда бихаккин илляллах, коротко говоря. Нету божества, заслуживающего поклонения, кроме одного Аллаха. Все, отказался от многобожия, служишь только одному Аллаху. Итак, дорогой верующий, посланник, саллаллаху салям, был послан между Ефратом и Нилом. Был послан и Египту, и Шаму, и другим странам, как Индии, как Индонезии, как Европе, всем странам Америки, Южной Австралии, всем странам. Пророк Мухаммад последний. Завершение его Писания является завершающим Писанием. Все, не будет после него пророка, не будет Писания. Итак, дорогие верующие, посланник, саллаллаху салям, также послан, чтобы поставить справедливость. Чтобы он поставил справедливость во всем мире. И там, где появлялись мусульмане правильные, они устанавливали справедливость. Но когда нечисти много, им мешает, конечно, приходится мечом работать. Основе посланник, саллаллаху салям, вышел откуда? Из арабского полуострова. Не было у него самолетов, не было машин, не было у него интернета, не было у него. Он доносил слово Аллаха субхану ва та'аля и до Европы, до Африки, до разных видов континентов. Доносил посланник, саллаллаху салям, доносил. Не было самолетов, ракет, не было как сегодня. Но сегодня почему-то 2 миллиарда не может то, что сделал посланник, саллаллаху салям, с горсткой людьми. Почему? Потому что, быть может, неискренние, быть может, неправильно делаем, быть может, пересмотрим. Иншаллах, каждый раз нужно смотреть. Итак, ла битаират, валя бимукатилат. Ни военных, ни таких обычных самолетов не было у него. Хакада инташир ислам фи нахаль ма'ура. Итак, ислам распространился во всем свете, и ты видишь перед Каабой столько разных национальностей. И посланник, саллаллаху салям, говорил, а кто последует за мной? Вот посланник, саллаллаху салям, теперь увидел бы, если он был бы жив между нами. Однако Аллах дал ему видеть будущее. И сказал он, каждый дом зайдет в ислам. А ты был из участников, чтобы каждый дом зашел в ислам. Ты был участником. Ты работал. Итак, дорогой верующий, но те, кто торговцы, которые обманывают людей в своих торговлях, занимаются обманом, аферизмом кто-то занимается, работает, говорит, некоторые, говорит, не работать с немусульманами более удобнее. Значит, может быть, это не мусульман. Машины нужно ставить постоянно правильно. Если машину неправильно поставили, значит, полиция придет и заберет эту машину. И все. Мы не призываем полицию забирать машины. Надо вести себя правильно. Об этом и тема идет. Да'ват, тот, кто неправильно ставит машину, он мешает исламу и мусульманам. Он мешает исламу и мусульманам.
فهيا لهم عملا عظيما. Посмотрите, какое великое дело. عجز عنه كثير من أصحاب الهمم. Кто имеет высшие цели, они слабы в этом деле, в этом да'вате. فأصبحوا دعاة من غير جامع. Они стали некоторые да'ватчики, однако у них нету, без университета они стали. Без университета имеется, не заканчивая университета и без свидетельств каких-то. Итак, дорогой верующий, «Инна ман амаля ахль-наси фалам язлимун». Тот, кто относился с людьми, не причиняя вреда людям, и относился к ним, не вря им, не обманывая их, обещал, обещание исполняя, «Ва'атахум», он давал им, правдивым образом относился с людьми. Итак, этот человек является на самом-то деле даватчиком, если он относится правильно с мусульманами и не мусульманами. Показывает он ислам на своем поведении, машин не ставит на дороге, там не мешает. Не мешай ислам мусульманам. Старайся подальше поставить, чтобы не мешали. Ва'атахум, он дает им правильный ислам, правильную практику он дает. Да, человек может быть ошибется он. Может ошибиться человек, может он ошибиться. وَيُحِبُّونَ الدِّينَ. И он любит эту религию. И другие будут любить эту религию, потому что он любит и переживает за эту религию. И он относится к этой религии. И тот, кто относится к этой религии, любит эту религию, переживает за эту религию, за эту общину он переживает, и его полюбит, его страну полюбит, его полюбит, его страну полюбит, его нацию полюбит. فَكَانِتَ الدَّعْوَةُ الْمُؤَثِّرَ حَقًّا بِالتَّعَامُلِ الصَّادِقِ. Если у тебя правильное поведение на самом-то деле, твой да'ват повлияет на людей. وَالْفِعْلُ الَّذِي يُوَافِقُ الْقَوْلِ. Слово, которое соответствует делам, конечно, оно принимается, и люди следуют за этими словами. Дава ил Аллах, призыв к Аллаху, дорогие верующие, как Аллах в Коране сказал, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. То есть Аллах приказал поклоняться Аллаху только одному, отдавая чисто Ему религии, будучи единобожником. Это является что? Поклонением. Дава является поклонением. حيث أن من يرتجي الشهرة أو ذكر اسمه إنما يدعو لنفسه ولا يدعو إلى ربه. Тот, кто желает, чтобы его имя было известное, тот, кто желает известности или призыва к себе, он не призывает к Аллаху. Он этим делает, не замечая маленький ширк сначала. Это да'ватчик. Пусть раскается. Фальмухлис, тот, кто искренен с Аллахом, ядж'алу хазу нафси тахта кадамай. Свое имя он сделает под своими ногами в первую очередь. В первую очередь. Это не значит, если тебя пригласили официально как имама мечети, или, допустим, организации какой-то тебя пригласили, имена всех перечисляют, оставляя, допустим, даже имя мечети не перечисляют. Лучше такое место не идти. Почему? Потому что они унижают и мечеть, унижают и твое имя. Такие места не иди, если ты являешься действительно богобоязненным человеком. Если ты не являешься проданным. Потому что они не знают почтения, кого они позвали. Мечеть не уважает ни человека. Поэтому в таких местах не нужно присутствовать. Итак, дорогие верующие, один раз пригласили, второй раз нельзя. Почему? Потому что и даже не назвали ни мечеть, ни организацию. Пророк Юсуф, алейхиссалату вассалам, пользовался возможностями даже в любых случаях. Пророк Юсуф, алейхиссалам, да'ват таухиду он призывал. Когда он был посажен в тюрьме, он сделал из тюрьмы сделал он школу. Называется теперь тюрьма для верующих людей. Это, как говорится, школа пророка Юсуфа, алейхиссалату вассалам. Из тюрьмы верующие должны сделать себе школу, то есть мадраса. Я сахиба из сиджни сказал Аллах в Коране, то, что Юсуф, алейхиссалам, сказал. О, мои друзья, то те, которые живут вместе с ним, 2 человека были в тюрьме. Разные божества лучше, или один Аллах субхану ва та'ала лучше? Он спрашивает их. То, что вы поклоняетесь, это всего лишь имена, которые назвали ваши отцы. Разные имена. Вы назвали ваши отцы. Аллах не спаслал это от себя. Аллах не говорит, что это мои имена. Аллах же не говорит об этом. Поистине власть принадлежит Аллаху. Хукм принадлежит Аллаху. Аллах приказал поклоняться только одному Ему.
ذلك الدين القيم, это является чистой религией. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Но однако большинство людей этого не знает, говорит Аллах в суре Юсуф 39-40 аят. Алейна теперь, мы не должны забывать, дорогие верующие, призыв. Правильно делать иткан, точно делать его, этот призыв. وإنزالها في منازلها. И мы должны говорить соответственно времени, дорогие верующие, призывать. فليس من حكمة. Не из мудрости является спешить, дорогой верующий. И ты от людей требуешь что-то, допустим, но однако люди не готовы еще. Невозможно, чтобы люди за раз поменялись. Пророк, саллаллаху алейхи, делал дa'ва, и 23 года понадобилось, чтобы поменять Макку и Мадину. Аллах говорит в Коране: «Уд'у иля сабили раббик биль-хикмати ва мау'изати аль-хасана ва джадилхум биллати хи ахсан». Призывай, Аллах приказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, и нам также, чтобы мы призывали Господу нашему Аллаху мудростью и правильным наставлением, хорошим наставлением. И обсуждай, веди дискуссию с ними, когда ты ведешь с людьми Писаниями и другими наилучшим образом, Аллах сказал. Тадаккар я ман тад'у иля Аллах. Вспомни тот, кто призывает к Аллаху, что результат лейса бьедик, результат не у тебя. Твое дело правильно делать, убеждаться правильно, делать правильно. Дать удачу, чтобы он стал на правильный путь, это в руках Аллаха субхану ва тааля, не в твоих руках. Твое дело донести до человека. Твое дело усердие, вложиться. Аллаху джалля ва аля кал, Аллах сказал поэтому: лейса алейка гудахум. Аллах сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, ты не сможешь их наставить на прямой путь. Валякин Аллах яхди ман яша. Однако Аллах направляет на прямой путь того, кого пожелает. И в судный день, как мы знаем, дорогие верующие, пророк будет, с ним никто не будет, кто будет за ним следовать. Пророк призывал, один из пророков, за ним никто не следует. Будет пророк, за кем следует только один человек. Будет пророк, за ним следует только 2 человека. Итак, дорогие верующие, пророк Нух, алейхиссалам, призывал свою семью, свой народ, призывал. Жена и сын отказались. 3 сына только приняли ислам. Если сын отказывается, то вина Нуха, алейхиссалам, или нет? Если Нух, а сын отказался, его жена отказались от веры, это не вина пророка Нуха, алейхиссалам. Если отец праведник и проповедник, и он если призывает своих детей, свою семью к исламу или обучению ислама, если не слушается, это вина самого проповедника? Нет, Аллахе. Он доносит то, что свою обязанность делает, он свою обязанность. Это называется человек бывает глупый, или человек не созрел бывает, или человек живет в распутном обществе, сбивает человека бывает. И также пророк Лут, алейхиссалату вассалам, призывал свою жену, призывал. И она послушалась, нет. И Аллах сказал: ханата, оба жены пророка Нуха и Лута ослушались пророков. Это не значит, что они постели ослушались, то есть все предали постель. Они ослушались покорности, подчинения пророков. И также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, призывал своего дядю Абу Талиба. Абу Лахаба призывал посланник, саллаллаху алейхи, призывал. И лучше сделал призыв, чем я, чем вы. И не ответили ему? Не ответили. Не ответили они. Итак, дорогие верующие, посланник, саллаллаху алейхи, призывал. Призывающий должен вложить усилия, все виды усилий. Проповедник должен вложить все виды усилий в своей семье, вокруг своего окружения. Если не отвечают, тогда ма'ассалама, как говорится, Нух, алейхиссалату вассалам, сказал своему сыну: соберись, зайди на ковчег. О сын, он сказал, о сын, зайди на ковчег. Ла асима аль-йом, сегодня нету спасения. Он сказал: савави иля джабалин яхсимуни, я пойду к горе и спасусь. Он сказал: гора меня спасет. Он подумал, но он утонул со своей матерью, потому что не послушался отца и пророка. И все дети утонут, и в грехах, и в неверии утонут те, кто не следует за своими родителями в праведности, следует за пророком. Все дети утонут в праведности, если не идут за своим отцом, утонут в грехах и неверии, и огне. Итак, дорогие верующие, просим Аллаха спасения для наших детей, просим Аллаха благополучия для наших детей, просим Аллаха милости для наших детей. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة.
الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. فكما صبر имам الدعاة, пророк, саллаллаху алейхи, является имамом для всех дa'ватчиков, дорогие верующие, призывающих. Он призывал словами и делами. Он призывал всеми методами, посланник, саллаллаху алейхи, радостной вестью, уповещая, устрашая, кормля людей, помогая слабым, всеми видами да'ватами. Но мало людей ответили в Мекке. В Медине начали отвечать больше. Почему? Потому что уже коллективно да'ват был. Коллективно. От мечети, отталкиваясь от мечети. Итак, дорогие верующие, борьба была после этого, после переселения пророка, саллаллаху алейхи, в Медину. Была, борьба шла. Война была. А во время войны легче призывать людей, знаете? Во время войны смерть ближе бывает людям. Поэтому люди легче отвечают. Во время смерти тоже, во время смерти, во время болезни легко отвечают на призыв. Надо пользоваться этими случаями, призывая людей к Аллаху Субхану ва Тааля. Итак, для чего? Чтобы слово Аллаха было выше всего. Чтобы милость Аллаха была выше всего. Ты должен руководствоваться милостью Аллаха. Посланник Аллаха послан милостью для миров. И ты тоже должен быть в этой же роли. Милостью для миров. Для того, чтобы возвысить слово Аллаха. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ, Аллах сказал в Коране. Проявляет чего хитрости те, кто проявили неверие, чтобы убить тебя, чтобы посадить тебя, чтобы убить тебя, чтобы вывести тебя, депортировать тебя. Кто это делает? Неверующий, Аллах сказал, против пророка, саллаллаху алейхи, с подвижником. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. Сказали мне пророку, саллаллаху алейхи, дискредитируя его даву, что он умалишенный, сокращаясь теперь, дорогие верующие. И был он испытан этими словами, что он умалишенный, он нездоровый. Он здоровый посланник, саллаллаху алейхи. Ему сделали колдовство, но не повлияло на его разум. Итак, дорогие верующие, пророк Нух, алейхиссалату вассалам, призывал сколько лет? 950 лет. И мало людей ответило. Как в одном версии их было 7. Вместе с Нухом, алейхиссалату вассалам. Их было больше, говорится, 8 с чем-то, в другом версии. Но потомки пошли только от 3 сыновей пророка Нуха, алейхиссалату вассалам. И пророк Нух говорит, сколько он призывал. «Каля Робби, inni da'авту кауми лейла ва нахара». О Господь мой, я призывал свой народ днем и ночью. «Фалам язидхум ду'ай илля фирара». Каждый раз, когда я призываю, они убегали. Засовывали свои платья, рубахи, уши засовывали, не слушали Нуха, алейхиссалату вассалам. Люди не хотят истины. Люди хотят дьявола слушаться, но не проповедника, пророка. «Калу лейлям тантахи я Нух, латакунанна мина марджумин». Если ты не прекратишь, пророк Нух, ты будешь кто? Кого мы закинем камнями, обьем камнями, убьем камнями. Если ты не прекратишь свой призыв. Ибрахим, алейхиссалату вассалам, когда призывал его народ, что сделал с ним? Его закинули в горящий огонь. Пророка Ибрахима, алейхиссалату вассалам, хотели его убить, с катапультом закинули они. После этого Аллах сделал этот огонь бардам ва салама. Приятным Аллах сделал, прохладным сделал Аллах, благополучным. Пророк Муса, алейхиссалату вассалам, был изгнан из своего дома. Из своего дома, там, где он жил. Сначала хотели его убить, а после этого его выселили из дома, там, где он рос. Потом Аллах ему приказывает, чтобы он донес слово Аллаха до фараона, самого главного тирана Египта. Потом Муса, алейхиссалату вассалам, идет туда со своим братом Харуном, призывает фараона к Аллаху. Однако они надсмехаются над Муса, алейхиссалату вассалам, надсмехаются над пророком. И также израильский народ. Был министр финансов, израильтянин во власти фараона, министр финансов, тот, кто обеспечивал всю власть фараона. Карун был. И фараон и Карун вместе убивали израильский народ. И хотели убить Мусу, алейхиссалату вассалам. Оклеветали Мусу, алейхиссалату вассалам. И так дальше. Кто страдает? Большинство. Бедные страдают, дорогие верующие.
И его народ, который спаслись в конце концов, в конце концов, что получается, дорогие верующие? Они сказали: мы хотим видеть Господа воочию. Им недостаточно, чтобы они общались с Господом напрямую, 70 избранных израильтян. И Муса, алейхиссалату вассалам, им сказал: это вам горе. Аллах забрал их за раз. Потом Муса сказал: о Господь, что я скажу своему народу, если я вернусь, если самые такие избранники такие вещи делают. И Аллах их забрал. И Аллах их возвращает обратно, оживляет их всех. А Иса, алейхиссалату вассалам, когда призывал свой народ, его посчитали кем? Его же народ израильский посчитали его, оклеветали его мать Марию. А Иса ибн Марьям оклеветали, сказали: сын прелюбодейки, это является неверием. Итак, проявляли они терпение? Аллах сказал: они не убили Иса ибн Марьям и не распяли. Это убеждение. Тот, кто говорит, что Иса ибн Марьям умер, это неверующие, говорят такие. Тот, кто говорит, это уходит из ислама, из имана уходит. Они не убили Иса ибн Марьям и не распяли. Однако им показалось, Аллах сказал, сура Ниса, сура женщины, 157 аяте. Итак, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. وَجَعَلْنَا, Аллах говорит, мы сделали из них пророков, тех, кто следует за пророками, имамами, примерами, кто должны следовать, то есть люди должны следовать за ними. بِأَمْرِنَا, нашим приказом. لَمَّا صَبَرُوا, когда они были терпеливы. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, они были убеждены нашими знамениями, аятами. Поэтому, дорогие верующие, сегодня люди принимают ислам тогда, когда мы, призывающие, будем убеждены этими аятами. Мы будем показывать примеры, дорогие верующие, проявлять терпение, призыв к истине, проявлять терпение. Тогда они тоже спасутся, как мы, иншаллах, спасаемся от вечного ада и получим милость Аллаха. Просим Аллаха, субхану ва та'аля, сделать из нас сделать праведных проповедников. Просим Аллаха, субхану ва та'аля, сделать нас полезных проповедников. Просим Аллаха, субхану ва та'аля, сделать нас из тех, кто практикует знания ислама. Аллахума амин. Аллахума раббана атина фид дуня хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина адабан нар. Аллахума ансур ислам ва иззал муслимин. Аллахума рудда уммата илейка раддан джамила. Аллахума ансур муслимина фи Газа. Аллахума ансур муслимина фи кулли макан. Аллахума вахид саффа муслимина фи кулли макан. Бирахматика я архамар рахимин. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت أقم الصلاة.